главного горнорабочего третьего разряда до главного инженера шахты Джибари-Кихая. Был главным инженером шахты Чульманская, главным специалистом по горным работам технической дирекции компании «Икутуголь», главным инженером, затем директором филиала шахты Денисовская. Ныне Артем Левин, генеральный директор угледобывающей компании «Колмар». Масштабную добычу угля ваша компания начала практически в чистом поле 4 года назад. А сейчас уже компания «Колмар» имеет достаточно крупные контракты с промышленниками Китая и Японии. То есть можно говорить об успешном развитии компании. Скажите, каковы основные задачи инновационного развития компании «Колмар»? Основная стратегия компании, естественно, главная задача – это завоевать рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, выйти на лидирующие уровни мировых компаний по добыче, переработке коксующихся углей, именно коксующихся, не энергетических, а коксующихся углей. Для нас сегодня планка стоит в течение ближайших 3 лет выйти на добычу 22 миллиона. Это та задача, которая ставилась еще 3 года назад и к которой мы планомерно идем. Сегодня мы уже добываем в этом году 6,5 миллионов, в следующем 10 миллионов. И с каждым годом, грубо говоря, на 5 миллионов мы должны за 3 года увеличивать добычу. Поэтому сегодня для этого все делается. Акционеры нас поддерживают. Строим фабрики новые, строим новые 2 шахты. Сегодня приобретено полностью все оборудование современное для этих целей. Поэтому компания развивается. Компания, на мой взгляд, сегодня есть все возможности, есть персонал, есть хорошие кадры, которые уже долгие-долгие годы с нами работают. Есть хорошие надежные подрядчики, есть надежные субподрядчики. Поэтому мы развиваемся, движемся вперед. Самыми основными проблемами в современной России в угольной промышленности называют загрязнение окружающей среды и тяжелые условия труда. Как вы решаете эти проблемы? Мы, первое, что касается экологии, компания сегодня делает проектные работы таким образом, по новым предприятиям, чтобы, естественно, в проекте были самые жесткие условия по очистке и шахтных вод, по очистке атмосферного воздуха. Поэтому у нас свой проектный институт в Новосибирске, и мы сегодня делаем крупный проект, например, Инаглинской 2. Там будет серьезная система очистки, привлекаем науку, привлекаем Питер, привлекаем Кемеровскую область, привлекаем Новосибирскую, всю науку, чтобы сделать нормальные очистные сооружения шахтных вод. Посещаем предприятия Кемеровской области, там, где уже работают эффективно такие сооружения. Поэтому все современное на новых предприятиях будет сделано. Что касается, у нас было старое предприятие, которое сегодня есть, шахта Денисовская. Буквально мы месяц назад открывали новый шламоотстойник. Было потрачено порядка $1,5 миллиона на него. Его успешно запустили, привозили и депутатов, все показывали. Поэтому сегодня это очистное сооружение работает. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем очень жестко следить за экологией родного региона, Нерюнгринского района. Поэтому все у нас движется. Жители Нерюнгри отмечают, что город практически переживает вторую молодость, и сейчас он вновь стал центром притяжения для специалистов со всей страны. Скажите, сколько на сегодняшний день у вас в компании работает людей? У нас сегодня местных, непосредственно, кто живет в городе Нерюнгри, 3100 человек. Дополнительно мы привлекли у нас приезжие люди. Приезжие, это, например, у нас сегодня работает 500 человек с Донецкой Народной Республики, беженцы, да? Поэтому они тоже как бы местные уже, да, просто без прописки. Поэтому их 500 человек. Плюс у нас, естественно, строительная компания своя. Там у нас работает порядка сегодня 200 человек. И еще у нас работает на субподряде тоже местные люди, это порядка 1000 человек. То есть сегодня на добыче, на стройках, на переработке, на отгрузке в компании работает порядка 5000 человек. В ближайшие 3 года эта численность увеличится до 7500. И я уже думаю, что через 3 года это 7500 именно будет тех людей, которые будут работать непосредственно в Нерюнгринском районе. Если говорить о социальной защищенности, то тут какова средняя заработная плата у работающих?
Ну, сегодня в компании средняя заработная плата 87 тысяч рублей. Естественно, есть и подземные рабочие, которые получают выше, есть кто ниже получает. Ну, средняя 87 для нас сегодня по Нерюнгринскому району, я считаю, это достойная зарплата. Скажите, а каковы перспективы у молодежи? У молодежи большие перспективы. Естественно, это связано с новыми объектами. Да, вот Инаглинский ГОК – это новое наше детище, современное предприятие. Мы его вместе строим с китайскими партнерами. Там самое современное оборудование. Вот. И я думаю, что та численность, которую туда необходимо привлечь, порядка 2500 человек, конечно, мы рассчитываем на молодежь. Надеемся, что молодежь будет возвращаться в Нерюнгринский район. Вот. И надеюсь, что государство нас поддержит. Все-таки есть некоторые социальные вопросы в Нерюнгринском районе. Это касается и объектов спортивного направления, это касается и больниц. Вот. Это касается, естественно, и детских поликлиник. Поэтому проблемы есть, но я надеюсь, что вот последние движения наши в сторону нашего предприятия со стороны государства, они как бы позволят как раз привлечь все больше и больше молодежи. Надеюсь, что и мы, компания «Колмар», в этом будем участвовать, развивать родной Нерюнгринский район. В то время как страна наращивает темпы добычи угля, весь мир, в общем-то, старается отказываться от этого вида топлива. Что вы на это можете сказать? Вы понимаете, снижается тоник как раз в чем прелесть компании «Колмар», да, или в чем наша неуязвимость? Это в том, что мы работаем как раз на коксующихся углях, а не на энергетических. Да, сегодня как раз вопросы экологии делают то, что необходимо убирать, например, электростанции, которые работают на энергетических углях, переходить на более экологическое топливо, газ и так далее, да. Но мы сегодня, в принципе, добываем коксующийся уголь, а в мире металлургия все больше и больше развивается. Поэтому у компании огромные перспективы именно из-за того, что мы добываем уголь, который необходим именно для выпуска металла. Поэтому мы не переживаем за то, что закроются там какие-то электрические станции, которые работают на энергетических углях. У нас их нет. Если обратить взгляд в будущее, то каким вы видите развитие угольной промышленности в России, скажем, через десятилетия? Пройдет 10 лет, да, я надеюсь, что, во-первых, все больше будет высокоэффективных подземных горных работ, шахт, да, как это во всем мире. То есть подземные работы, высокоэффективное оборудование, хорошие комплексы, хорошие технологии, цифровые технологии, безлюдная выемка. То есть это то, что сегодня уже во всем мире работает, и я надеюсь, что и в России к этому придут, потому что вот уже сегодня вот была сессия, да, и замминистра природных ресурсов уже озвучивал, что каждый год все больше и больше отвалов от открытых горных работ, порядка 5 миллиардов в год образовывается. И это огромная проблема для России. Поэтому я думаю, вот как в других странах, перспектива это уходить на подземные горные работы, приобретать хорошее оборудование и работать подземным способом. Кроме того, что вы занимаетесь своей основной деятельностью, я знаю, что вы очень поддерживаете развитие спорта в Якутии. Да, мы поддерживаем и хоккей, вот поддерживаем масс-рейсинг, который проходил, мы поддерживаем и фигуристов. В общем, в принципе, те виды спорта, которые в Якутии развиты, да, мы по силе своей возможности поддерживаем и в дальнейшем организационно будем участвовать в спортивной жизни Республики Саха-Якутия. Не только, но и России тоже. Вот у вас обширная программа здесь, на Восточном экономическом форуме. Скажите, какие такие основные итоги участия в этом мероприятии? Основные итоги, это было подписано много соглашений, в том числе и с правительством Республики Саха-Якутия, и как раз по молодежной политике. Были подписаны соглашения для нашей компании, что важно, с китайскими партнерами. Прошли переговоры с японскими партнерами, с крупнейшими металлургами, как раз по поставке угля, с учетом нашего развития.
планируется увеличение добычи. И, естественно, для нас очень важен рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот. Проходят переговоры и с поставщиками оборудования, с логистикой, с РЖД, с Русгидро по поставке углей на теплоэлектростанции Дальнего Востока. Поэтому, как всегда, вот мы третий год участвуем и в дальнейшем будем участвовать. Очень интересные проходят встречи и, на мой взгляд, очень важные. Подписываются соглашения, которые позволяют развиваться не только компании «Колмар», но и всем другим компаниям, которые с нами работают. Я благодарю вас за это интервью, желаю удачи вашей компании и вам лично. Спасибо вам большое. Спасибо.